Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах» и председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов. Все правильно, дорогие друзья, вы правы. Сегодня поговорим про Общественную палату. Год заканчивается. Будем подводить промежуточные итоги. Машу, давайте начнем сперва вот с чего. Я надеюсь, нашим телезрителям тоже будет приятно это узнать. Я знаю, что Общественная палата Чеченской Республики заняла первое место среди региональных палат по результатам экспертного опроса агентства РАЭКС. Правильно? Совершенно верно. Вот. В 2024 году был проведен кропотливый анализ, это я уже говорю телезрителям, а в 2025 году результаты были триумфально обнародованы. Это действительно триумф нашей Общественной палаты. И это не пафос, это факт. Рассказывайте, как, что, зачем, почему. Прошу. Знаете, на самом деле этот опрос проводится уже несколько лет подряд. И в течение 3-4 лет мы всегда были либо в десятке, либо последние годы были в тройке. Что-то не хватало. Что-то не хватало лидеров. То есть мы всегда либо тройки. А когда я пришел в палату уже, получается, 9 лет назад, мы были в последней десятке. Вот. Ну и, конечно, в течение уже каких-то получен опыта, команды, которая уже сформировалась, поддержка, которая, несомненно, оказывается в республике. Я начал уже каждый год смотреть, чего там не хватает. И, конечно, когда в прошлом году, мы уже по результатам прошлого года мы стали первым, и, конечно, это, с одной стороны, было неожиданно и приятно, с другой стороны, я понимал, что за этим стоит огромное количество людей, которые трудятся во благо нашей Родины, во благо гражданского общества. Работа шла. Работа шла, она не останавливалась. Поэтому, конечно, стать первым среди 80 субъектов Российской Федерации – это большая честь, потому что региональных палат, у которых есть огромное количество финансов, возможно, их достаточно много, с учетом, что они живут там в больших городах, у них есть больше информационного ресурса. Но при этом, несмотря на это, Общественная палата Чеченской Республики по итогам деятельности 2024 год заняла первое место. Причем очень хорошим отрывом от твоих. С чем я вас и поздравляю. Спасибо. И всю нашу Общественную палату. Всех, кто там работает. И еще, Исмаил, вот расскажите, что это за опрос? Что представляет собой данное агентство РАЭКС? Вот как все это? РАЭКС агентство, если можно сказать, это самое старейшее, 30 лет, мне кажется, это современная история России, достаточно серьезный возраст. Они проводят мониторинг именно общественной организации, это некоммерческий сектор. То есть они проводят мониторинг общественной организации, то есть НКО. Там может быть и больницы, школы, то есть вся сфера, которая не является сферой, где зарабатывают деньги. И, соответственно, является одним из ведущих агентств не только в России, но и в мире, потому что имеется опыт, имеется уже накоплено достаточно, скажем это так, реальные авторитеты, эксперты? Конечно, да. Это реальные эксперты, которые собирают, там ежегодно проводят, то есть это независимое агентство, то есть это не заказ Общественной палаты Российской Федерации, то есть они сами выбирают, сами проводят вопрос. Но прошлые годы они просто тоже последние годы шли такой, скажем так, к рейтингу чуть по-своему. То есть они каждый год добавляли какие-то инструменты, которые показывали, потому что прошлые годы, например, не было анализа публичной деятельности членов палат. То есть они там смотрели по взаимодействию региональными. Каждый год какие-то новые инструменты добавляют? Да, добавляют. И, соответственно, я тоже был инициатором, чтобы они добавляли. Вы знаете, одно дело, когда у палаты есть законодательная инициатива, и они как-то на этом поле работают. Но с учетом, что наш парламент является тоже передовым из всех парламентов Российской Федерации, то у нас законодательной инициативы нету. Но если вы добавите туда публичность председателя палаты и членов палаты, то я думаю, что мы в любом случае вышли вперед. Конечно, члены палаты, они являются участниками почти всех событий, которые происходят в Чеченской Республике. Все это уходит потом в свет. И вот последующие годы это агентство, они потихоньку нарабатывали, то есть наращали инструментарий, по которому можно было оценивать. И когда у них появилось достаточно большое количество инструментарий, кроме как взаимодействий, которые раньше они куда смотрели, они смотрели взаимодействие органов исполнительной власти, региональной и федеральной. Соответственно, у нас тут не так много было взаимодействий. Но как только появилось взаимодействие законодательным
органам региона, нулевое чтение, круглые столы, общественные инициативы, митинги, плюс публичность членов палаты, конечно, у нас появилось больше И возможностей вот тут мы дали голос, как Да, говорится. ему тут, как говорится, карта пошла. А вы понимаете, что в следующем году надо будет подтверждать звание? Ну, на самом деле, мы особо не стремились занимать первое место, потому Но и что все-таки. удержать это было бы достаточно сложно. Но по итогам, я думаю, что как будет в этом году, я не знаю, но 26-й год, с учетом, что у нас будет 5-уровневые выборы и будет очень много инициатив перед выборами, я думаю, что опять у нас есть шанс быть в числе первых как минимум. То есть задача на самом деле не все время держать первую планку. Задача для меня, наверное, скорее всего, была показать, что мы можем. Вот мы показали. Да. А вот еще раз подтвердить будет вообще хорошо. Да, будем стараться. Будем стараться и будем на это надеяться. И смотрите, продолжая нашу тему, в преддверии Нового года время подведения итогов и построения планов на будущее. Ну, так принято, да, вы об этом знаете. А вот какие ключевые задачи стояли перед палатой в уходящем году? И что ждать общественной палате в новом году, приходящем? Прошу. 25-й год, я думаю, что, как и для всех нас, он был, ну, не скажу, что он был простым, вызовов было достаточно. Это, в первую очередь, конечно, вызовы, происходящие в связи с специальной военной операцией. И задача общественной палаты, это, конечно, как и всех нас, это поддержка участников СВО и их семей. И здесь при общественной палате сначала ранее была создана комиссия по работе с ним, но уже 3 года в регионе, как и в других субъектах, действует комитет семей воинов Отечества. И мы, конечно, очень рады, что член общественной палаты Радат Бугаев занимает руководящую должность, и она была, работает в этой должности с самого момента ее создания, и этот комитет тоже является одним из лучших, по-моему, по итогам прошлого года, они тоже стали первыми. То есть, соответственно, конечно, для нас важно, как и для всех, чтобы и участники СВО, и их члены не чувствовали себя отделенными. Здесь задача общественной палаты – это, конечно, чтобы гражданское общество, как бы и все участники были в одном направлении, ну, скажем так. Ну, здесь, я думаю, что с учетом очень трепетного отношения главы Чеченской Республики СВО и всем нашим бойцам, наша задача всего лишь самая, наверное, минимальная здесь. Ну, в свою очередь, стараемся, пытаемся поддержать, делать для них какие-то мероприятия, их было достаточно много. Один, наверное, тоже направление для нас деятельности было это, вот перед началом я вам подарил книгу, которая тоже выпущена под эгидой общественной палаты. Это работа по сохранению исторической памяти участников Второй мировой войны. То есть эта работа она не прекращалась. Уже в этом году, 15 декабря, мы готовимся провести презентацию второй части книги «Битва за Кавказ» в городе Москва. Мне кажется, это достаточно серьезный уже уровень работы. Вот после этого события мы с вами встретимся в этой студии и поговорим уже об этой книге. Да, надеемся. Это Надеемся, будет что у нас очень будет возможность знаменательно рассказать. Но эта работа была продолжена, опять же, это же не результат работы этого года, скажем так. Она же продолжалась в течение нескольких лет назад. То есть, но книга 2-3, вышла в этом да. Поэтому выход, нет, первая вышла, да, в этом году, сейчас вторая уже выходит, то есть эта работа не останавливается. То есть иногда мы видим только результат работы, я об этом хочу сказать. Вот первое место, и все говорят, первое место. Но до этого уже была работа 8 лет, мы, получается... Но виден результат в первую очередь. Сегодня, да, все смотрят, первое место, замечательно, но мало кто знает, сколько было работы, и мало кто знает, какая поддержка у нас со стороны руководства региона. То есть такой поддержки, как у других регионов, тоже нет. Это тоже надо учитывать. Это очень конечно, надо момент. понимать, что такая работа, такие достижения только после большой и огромной работы. Плюс у нас очень такой шаговый, ну, как сказать, очень быстрый доступ к руководству региона. То есть нам не надо писать письма, ждать там приемной, писать какие-то, ждать ответа от писем. То есть мы можем решать вопросы, которые перед нами стоят сразу же, то есть приходя в администрацию, согласовывая. Это, то есть скорость здесь играет нам на руку. Соответственно, мы этот, скажем так, это не раскрываем другим участникам этого агентства, рейтингового агентства, потому что что-то должно остаться за кадром.
Вы сами как оцениваете работу как председатель общественной палаты в уходящем году? Я понимаю, вопрос двоякий, но и все-таки. Ну, надо понимать, что всегда можно сделать больше. То есть всегда, я могу сказать, что всегда можно сделать больше и лучше. Но если мы будем гоняться за, скажем так, за рейтингом, эффективностью, и потом оставим вещи, которые не входят в этот рейтинг, я думаю, что в таком случае будет, опять же, страдать сама общественная палата и ее уровень доверия со стороны гражданского общества. То есть как только мы будем отмечать, участвовать в мероприятиях, которые входят в какой-то рейтинг, остальные оставлять, через какое-то время это будет видно, правильно? И скажут, ну эти гоняются за рейтинг, им больше ничего не нужно, то есть этого достаточно. Мы с этим тоже боремся. Всегда своим коллегам, товарищам я говорю, что наша задача, к примеру, там, если кто-то новый приходит в палату, спрашивает, чем мы должны заниматься, вот, членом общественной палаты, вот кто он? Я привожу простой пример. Если вы идете по улице и видите, что мусорная урна переполнена, в таком случае ваша задача найти управляющую компанию, которая не вывезла мусор. То есть мусор не вывезла. То есть ваша задача уже работать с этой управляющей компанией. То есть прийти к ним, сказать, а почему вы не унесли в мусор. Если вы идете по улице, видите, урна пустая, но мусор разбросан, как бы не дошла до урны, ваша задача работать с местным населением, объяснить им, что этот мусор надо бросать в вот эту урну. Я привожу вот такой пример. То есть задача общественной палаты, на мой взгляд, она должна быть во всех уровнях жизни человека. Вот эти рейтинги, задачи оставим. И все-таки, как вы? Вот, хорошо, плохо, есть над чем работать. Вот 3 варианта ответа. Как оцениваете? Ну, я думаю, что есть над чем работать, потому что не все вопросы, задачи, которые были поставлены в прошлом году, мы для себя еще не выполнили. То есть, соответственно, это, наверное, вина меня как руководителя, и, конечно, мы над ошибками работаем, потому что в прошлом году была сформирована новая палата, и в палату пришли новые люди, и задача была следующая. То есть, если до этого в палату приходили люди, которые как-то работали в общественной жизни, то сегодня пришли какая-то часть, которая до этого никогда не работала. И, соответственно, когда из 40 человек 10 работает не так, как вот эти остальные там 30, соответственно, мы видим, что на выходе, что не отлично. То есть, поэтому 4 с плюсом. Ну, есть над чем работать. Да, конечно. Берем этот вариант ответа и продолжаем. Смотрите, в 2025 году Общественная палата Российской Федерации отметила свое 20-летие. Я прав? Совершенно. И тут у меня вопрос. А сколько лет исполнилось Общественной палате Чеченской Республики? Общественной палате исполнилось ровно 18 лет полных. Оно от 28 февраля нам тоже будет 19 лет. 19 лет? Да, совершенно. И какими были эти годы становления и развития Общественной палаты? Ну, я Вот могу, на ваш вид, я ваше могу мнение. сказать, что последние 9 лет, которые я возглавляю, но с учетом, что до моего прихода палата уже 10 лет функционировала и была, в принципе, достаточно живой площадкой, где были живые люди, оставили неплохое наследие, с которым мне было легко работать дальше. То есть задача была у меня как у руководителя и как и требование руководства ко мне было только одно, чтобы общественная палата была живой площадкой и чтобы это работало. Мне кажется, за 9 лет мы с этой задачей, с учетом, что мы заняли в прошлом году первое место, справились. Они были непростые. Почему? Потому что начиная вот с 2014 года, после воссоединения крымской истории, Крыма, возвращения, начала СПО, конечно, задачи, которые стояли перед нами, были достаточно сложны. Здесь нужно вспомнить, что впервые в 2018 году на выборах применялся метод общественного контроля. И здесь общественная палата, я как раз пришел в общественную палату, и впервые была такая задача. Я эту задачу сам не знал, то есть как это делается, но благодаря поддержке руководства, благодаря и каким-то обучающим программам мы смогли в 2018 году провести выборы на высшем уровне, то есть именно что общественный контроль. В последующем этот инструмент более расширился, мы его применяли на выборах главы республики в 2021 году. То есть сейчас общественный контроль именно на выборах является таким очень действенным инструментом. Даже наши противники на Западе признали, что это самый лучший инструмент для того, чтобы провести выборы прозрачно. Как это происходит? На базе общественной палаты создается штаб, куда со всех камер онлайн-наблюдения стекается информация в прямом эфире. То есть мы можем в течение
3 дней наблюдать, кто туда приходит, как проходят выборы, какие участки заполнены, какие нет. Если где-то проходит какое-то нарушение, мы сразу это тоже видим. Опять же, нужно помнить, что впервые за, наверное, историю чеченского народа, последнего, вот, если взять исторический период, там 100-200 лет, Чеченская республика была воссоздан инструмент народного съезда. И здесь опять же Чеченская общественная палата республики, общественная палата выступили инициатором этого мероприятия, и в последующем был принят закон о народном съезде съезде народа Чеченской республики. И мы уже после этого провели, по-моему, несколько съездов. Тоже явилось для нас вызовом. Почему? Потому что это тоже делалось первый раз. То есть опыта не было, приходилось все учиться на бегу, как говорится. Команда тоже училась. Соответственно, все годы всегда мы стояли перед вызовами. И вызовы вместе, конечно, все вместе с руководством органов исполнительной власти, законодательной власти, общественность. Все они вместе, в принципе, эту проблему решали. То есть, становление прошли, мы сейчас на развитии. Да. Можно так сказать? Ну, а развитие человека, как общество, оно проходит бесконечно. Соответственно, наша задача всегда не деградировать и развиваться, стремиться к лучшему. И вот вопрос вдогонку, как говорится. У нас в районах есть общественные палаты? А у нас в районах нет общественных палат. Почему? Я скажу, почему. Может, я даже предвкушаю, почему это был вопрос. Потому что в других субъектах есть общественные советы при, скажем, районах, общественные палаты районов. Но нужно понимать, что органов исполнительной власти у нас есть общественные советы при Министерстве ведомства, их всего 46. Но я как бы последовательный противник, чтобы у нас в районах появлялись общественные палаты. Скажу почему. Если у нас появятся общественные палаты в районах, мы сразу потеряем уровень работы общественной палаты региона. В таком случае мы превратимся в такой грозненский главный филиал, где все будут просто отписываться документы. Соответственно, наша задача напрямую работать с руководством районов и напрямую решать вопрос. Почему? Потому что в данном случае мы, как региональный орган власти, как общественный институт, имеем какое-то влияние. Будет ли иметь влияние районная общественная палата, я, честно, в этом, с учетом опыта других регионов, не уверен. Вот я хотел спросить, а как работа на местах у вас проводится? Вы на него ответили. А каковы личные приоритеты вы ставили и ставите перед собой на посту председателя общественной палаты? Ну, личных приоритетов, скорее всего, здесь не было. Здесь был первый приоритет, который в 2017 году, когда я переходил, и было озвучено мой переход в палату главой республики, тогда еще председателю парламента Чеченского Магомеду Хожи Ахмедовичу Даудову. Приоритет был только, чтобы общественная палата работала и стала действительно работающей площадкой. Для меня, как молодого человека на тот момент, да и сейчас, приоритетом является это, конечно, соответствовать требованиям руководства Чеченской Республики. То есть те стандарты мы знаем, это 24/7 работать, это чтобы любой вопрос, который касается общественной палаты, он всегда оставался на уровне решений. То есть чтобы я не думал, вот это не мой вопрос, пусть другой решает. Приоритет, конечно, один, чтобы, скажем так, вот, не ударить лицом в грязь. Почему? Потому что если мы даже перейдем сейчас исламское право, мы понимаем, какое быть доверие руководителя региона, это очень самое высокое доверие, которое тебе может дать в жизни. То есть, он муабух, он был юаш ватишатsun, ватишнай, он дал габух буабух. Соответственно, мы руководствуемся только принципом того, чтобы если человек тебе доверился, то есть выбрал тебя огромное количество людей, сказал, я хочу, чтобы вы стали руководителем общественной палаты. Моя задача здесь, или приоритет, самый простой. Вот до последнего дня, пока я буду председателем, чтобы общественная палата была действующей площадкой в соответствии со своим положением и законом общественной палаты. Хорошо, тогда перефразирую. Насколько эффективна и важна работа общественной палаты на сегодняшний день? Есть некоторые такие мнения, которые иногда слышно, что общественная палата не нужна, мол, она не трудоспособна.
мол, это общественная палата. Здесь, на самом деле, скорее всего, незнание людей функции общественности. Я всегда говорю, если чиновник работает и завтра остается, уходит с работы, он же все равно остается общественным деятелем. То есть мы же все равно принимаем участие в общественной жизни. Хотим мы этого или нет. Да, потому что мы участвуем там, на похоронах, в свадьбе, решаем какие-то спорные вопросы. Хотя это не всегда может быть наша задача, может человек просто... Но мы не думаем, что это общественная работа. Да, мы не думаем, что это... На самом деле это общественная работа. Да. То есть это... То есть мы взаимодействуем между обществом и властью. То есть наша задача, чтобы они, получается, говорили. Но у нас, опять же, специфическая республика. У нас журналисты, то есть специфика такая. У нас очень много классных журналистов. У нас и Министерство национальной политики прекрасно работает. Здесь они как-то, может быть, оттягивают нашу работу. Но на площадке общественной палаты, опять же, происходит этот диалог. То есть не всегда это может быть видно, но наша задача, чтобы, например, есть какие-то вопросы, например, если взять тему бездомных животных. То есть много лет назад я проводил мониторинг, мы проводили круглые столы по поводу бездомных животных, то есть приглашали Министерство туризма, приглашали мэрию, представителей из разных. И мы там обсуждали, как это можно было решить. Но через какое-то время, полгода, глава построил приют для них. Действенно это или нет? Мне кажется, это работает. То задача, да, это не всегда видно, не всегда возможно, мы свои действия не выносим за, скажем так, рамки публичности. Да. Опять же, когда была пандемия, я просто помню, я заходил в красную зону в защитном халате, соответственно, проверял, как там себя чувствуют больные. Вот, найдите хотя бы в другом субъекте людей, которые совершали, и заходили и рассказывали людям, у которых нет доступа туда. То есть туда заходят только медики, правильно? А мы, гражданское общество, зашли, посмотрели, пообщались, потом вынесли оттуда всю информацию и рассказали людям. Разве это не нужно? Это, когда начался специальная военная операция, мы в рамках проекта «За правду», по-моему, который проводило министерство, мы тоже принимали участие, в том числе Тимур Алиев, помощник главы республики, Мансур Салтаев на тот момент, он, по-моему, да, занимал должность уполномоченного. Мы втроем ездили на передовую, снимали там, как и все, репортажи, потом рассказывали. Я скажу, что я первый председатель, который вообще пересек тогда вот эту границу условную с ДНР. И после этого мы провели большую пресс-конференцию для всех субъектов, где принимали участие 107 человек. И все председатели общественных палат регионов. То есть я рассказывал, что там происходит. То есть общественная палата нужна? Нужна, однозначно. В любом случае? В любом случае. И чеченская общественная палата, она работает? Она работает. Я более того скажу, что так, многие у нас люди приходят в общественную палату, через какое-то время получают там достаточно хорошие должности. Почему? Потому что они здесь Я задумаюсь над тем, чтобы прийти к вам. Вот Мансур Салтаев был долгое время членом общественной палаты. Директор ЧГТРК. Я тут тоже захочу к вам. Тоже является членом общественной палаты до того, как он начал работать. Надеюсь, меня примете. Нет, Спасибо. мы готовы всех принять, но я скажу, что мы приняли в прошлом году новых людей. Я им дал где-то год, сейчас опять мы подводим итоги, возможно, кто-то выйдет из общественной палаты. Почему? Потому что требования у нас ко всем одинаковые. Не может быть кто-то... Но об этом мы с вами поговорим после нашей передачи. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Вас тоже с наступающим праздником. Спасибо. Удачи вам и успехов. Спасибо. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И я Зурушев, моя фамилия, зовут меня Лам Али. Я присоединяюсь к словам поздравления нашего дорогого гостя. И тоже поздравляю вас с наступающим Новым годом. И еще, общественная палата есть, общественная палата работает. Мне кажется, мы сегодня ответили на эти вопросы. И напоследок, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.